Печоре тем временем формируют выводы после ЧП, которое случилось в городе в конце декабря прошлого года. Напомню, тогда часть Печоры в самый канун праздника осталась без тепла. И только организованные действия региональных властей вкупе с профессионализмом местных коммунальщиков позволили избежать значительных для города последствий. Продолжит Евгений Стокас. Все случилось под занавес 2021-го, когда республика уже готовилась праздновать Новый год. Без отопления остались детский дом, паллиативное отделение горбольницы и 24 жилых дома по улицам Булгаковой, Социалистической, Спортивной и Гагарина. Соцучреждения и 11 домов сразу подключили к другой котельной, но остальным 13 пришлось подождать. Сложность случая была в том, что место утечки находилось под проезжей частью и газопроводом, иначе ликвидация аварии заняла бы гораздо меньше времени. Но приезд главы придал необходимое ускорение в организации работ по устранению коммунальной беды. Случившуюся в Печоре под самый Новый год коммунальную аварию глава республики не смог оставить без своего внимания. Практически в ручном режиме он исправлял то, что по бравым отчетам о готовности к зимнему отопительному сезону обязаны были сделать муниципальные руководители. Владимир Уйба практически в режиме прямого эфира докладывал о ходе ликвидации аварии, возглавил штаб, который принял решение ремонтировать теплосеть одновременно с двух сторон нависающего над трубами газопровода. Это значительно ускорило ремонт. В первом часу уже Нового года долгожданное тепло в дома жителей города вернулось. Глава республики отметил самоотверженность специалистов по сварочным работам, ремонтников, всех рабочих, которые в сложнейших условиях провели ремонтно-восстановительные работы. Сейчас, по сути, давление уже полное, на полную трубу, но уже сейчас видно, что на трубе идет теплоноситель, труба держит. Поэтому, слава богу, сейчас начнут в дома подаваться тепло. Начальник участка тепловых сетей Кирилл Помелов, один из ликвидаторов аварии, признается, среагировали коммунальщики действительно максимально быстро. Драгоценное время потеряно не было. Я в тот момент на котельной находился. Мы как раз искали расход по ГВСу, но как раз сработала сигнализация, авария, что на отопление. Давление упало резко, критично. И наши ребята как раз возле Хилтона там находились, буквально в 5 минутах ходьбы. И через 10 минут мы уже участок перекрыли. Уже на месте стало понятно, что простым ремонт не будет. Трубы почти на 3-метровой глубине, а до них 1,5 метра промерзшего грунта и 3 слоя асфальта с щебнем. А мы начали ломать асфальт. С одной стороны начали ломать асфальт, потом перешли за дорогу, тротуар начали скрывать, потому что надо было определить место, где она проходила. Утечка. Не только газопровод, но и другие коммуникации осложнили ремонт. Кабели связи и электричество, расположенные ровно на месте утечки. Авария случилась днем 30 декабря, а ликвидирована была сбоем курантов ночью следующего дня. Мы 1,5 суток просто там, в этом котловане находились, и некогда было даже вот знаете, вот честно я вам скажу, даже чай некогда было попить, потому что с ближайших домов приносили чай, нам приносили, конфеты приносили, выпечку приносили, что только не приносили, даже некогда было чай попить. Потому что ребята, на сегодняшний день у ребят была задача дать тепло. В Печорском муниципалитете утверждают, такие порывы на магистральных теплопроводах не правило, скорее редкость. В прошлом году в городе подобных аварий и вовсе не было. Сети, мол, обслуживать стали лучше, выросло и качество новых труб. Всего из 185 километров сетей в районе меньше половины, порядка 35% ветхие и аварийные. Проблемы есть, не хватает средств на ремонт бесхозных сетей, обслуживание магистральных завязано на тарифе. Но в любом случае это не снимает ответственности с тех, кто отчитывался перед руководством республики и гражданами о готовности к отопительному сезону. К слову, в декабре и часть Сыктывкара оказалась без тепла. Тревожные новости приходили из Ухты об отключениях тепла и горячего водоснабжения. Наверное, поэтому у простых людей все чаще возникает чувство тревоги, а вдруг где-то лопнет опять. Еще не все подготовлено. Правда, зима, как обычно, подкралась незаметно, но у нас как всегда. А у вас дома не отключали отопление? Отключали. Получилось так, что хотели дать на следующий день 12 часов, но на самом же деле у нас где-то только в 4 часа вечера дали тепло. Это, конечно, делается летом все. Летом такие вещи делаются. У нас портится эстетический вид города. Это, во-первых. Во-вторых, это и опасно, мне кажется, все-таки. Так что я с негативной стороны отношусь к такому положению дел.
Аварии показали, тепловые сети зачастую эксплуатируются, что называется, на авось, без должного контроля со стороны мэра, без всяких мер, предотвращающих подобные инциденты. Те рапортуют, что сети готовы к зиме, оказывается, не очень. Хотя еще по осени в той же столице проводились гидравлические испытания, трубы проверяли, был выписан их паспорт готовности. Вот и получается, что приходится вмешиваться в процесс ликвидации аварийной ситуации высшим должностным лицам республики. У меня вопрос. А как мы вообще проходили осенне-зимний период-то по всей республике? Как мы будем проходить дальше? А потом, когда мы готовились, кто подписывал отчеты? В правительственный штаб. И я сейчас в этом разберусь досконально, потому что я и прокуратуру попросил разобраться досконально. Кто подписывал отчеты? И в первую очередь в столице. А ведь и правда, кто-то же должен ответить за бесхозяйственность. Зачем нам чиновники на местах, если исправлять ситуацию вынуждено руководство Коми? Предновогодняя коммунальная авария в Печоре, как и предыдущие ЧП в Сыктывкаре и других местах, поставила многие вопросы, на которые, кроме организационных выводов республиканского руководства, должны ответить и простые жители Коми. А муниципальным властям важно понимать, что каждый следующий раз именно простой потребитель, сыктывкарец, ухтинец или печорец, становится заложником ситуации. Бездействие или даже попустительство городских властей. Евгений Стокас, Инна Климова, Николай Степаненков, Юрган.